Мои дорогие, добрый вечер. У нас уже вечер. Я закончила с мантами, ну, уже около часа, наверное, как закончила. Решила все-таки и дальше сегодня снять немножко, что я делаю дальше. Ну, как-то вас, может быть, смотивировать или показать как-то, не знаю. Ну, вот захотелось мне снять, показать, сколько я сделала мант. Извините. И еще дальше поговорить с вами, ну, о том, что я делаю. Я с хозяйством справилась, подоила корову, покормила свою птицу, все загнала, все сделала. И теперь мне надо просепарировать молоко. Видите, у меня собралась в кастрюле. Я ее собираю в морозилке. Но эти 3-4 дня я не замораживала ее, а собирала прямо на улице, потому что у нас холодно. По ночам уже даже -2. Так, ну что я еще хотела? Поставила варить картошку. Мы будем картошку есть со свежей сметаной. На ужин вареную картошку и сметану. Мальчики у меня захотели картошку, сметана. Ну и, может быть, я сделаю наши лепешки без ничего. Ойвич тоже. Ну, показывать не буду, потому что на моем канале этого всего очень много. И ойвич есть, и как сепарируется молоко есть. Просто сниму для вас небольшой ролик, друзья, потому что, ну, не знаю, так мне захотелось и снять ролик и поговорить с вами. Так, сейчас я посмотрю, манты заморозились или нет. Ну, почти готовы мои манты. Но сначала я просепарирую молоко, друзья, и когда будем мы закладывать, я буду в пакеты класть манты, мы с вами поговорим. Сейчас я пока быстро просепарирую молоко. Вот, дорогие мои, я сделала лепешки. Это обычные я сделала на плите, а эту одну я сделала в духовке. Захотелось с ней. Вроде бы тесто одно и то же, но сделанное в духовке бывает другого вкуса. Но немножечко, правда, я ее перестояла она у меня, пока я мыла сепаратор. Совсем даже забыла, что ее сюда поставила. Но она все равно вкусненькая. Картошка сварилась. Сейчас покажу ужином. Положу манты. Я просто хочу показать вам манты, дорогие мои. Так, и хочу вам показать, сейчас я опущу камеру, как я вот, видно. Так, и вот, друзья, свежие сливки. У каждого свой вкус. Кто-то ест с творогом сметану, кто-то именно вот с этим цехтоном, а кто-то вообще без ничего, например, ребрашки, ничего не надо. Он ест просто так сметану, но она должна быть у него подсоленная. Я, если честно, правда, не люблю соленую сметану. Так, это пока отставим. Творог я не буду сюда класть, а поставлю на стол так. Кому нужно, тот себе положит творог. И вот просто хочу вам показать вот цехтон, который я, помните, делала острый такой. Не абхазская аджика, а именно цехтон. Вот. Вот так вот сметану положить, ложечку, 2, ну сколько кому надо. Вот так вот. Я ее очень хочу сегодня поесть, но немножечко только, я не буду много есть. Вот, и класть больше не буду. И с вареной картошкой это просто вкуснятина, друзья. Так, не буду перекладывать куда-то, поставлю баночку так, кому это нужно. Так. И вот, мои дорогие, наш ужин.
Картошечка, сметана, творожок, ну, помидорчики с огурчиками соленые, кто поест. Даже приправа цихтон. Ну и все, скромный ужин на быструю руку. Пока возилась, поставила картошку варить, а пока сепарировалось молоко, испекла нам вот такие вот лепешки вместо хлеба. Они со сметаной очень хорошо сочетаются, вот эти вот в духовке, а это просто так на сковороде. Ну вот как-то так, друзья. Кто ужинает, тому приятного аппетита. Ну или кто ест. Пока я выпущу ролик, наверное, уже будет утро. Сегодня я не успею его закинуть в YouTube, потому что у нас очень плохой интернет и грузится очень долго. Ну вот как-то так. Друзья, доброе утро. Сегодня новый день, поэтому в одном и том же ролике я с вами здороваюсь еще раз. Просто вчера мои манты не так хорошо подмерзли, чтобы их запаковывать, и поэтому я не стала снимать ничего. Думаю, завтра утром сниму, буду запаковывать, буду отправлять и покажу вам. Сейчас я вытащу манты, покажу вам, сколько их налепила. И что я сделала. Друзья, я стою у окна и все это, потому что у нас с утра нет света. Вчера еще предупреждали, что не будет света с 10, электричества не будет с 10 до 5 вечера. Ну, мне сейчас ждать до 5 вечера не вариант. У нас просто очень пасмурно, на улице холодно, сыро, моросит. И поэтому свет у меня в кухне практически всегда горит. Такой свет, лампочка, потому что окно маленькое, и у меня в кухне темно всегда. Поэтому будет немножко темновато, но придется так мне снять, чтобы действительно снять и отправить мой ролик в YouTube. Скорее всего, он практически целый день сегодня будет грузиться, потому что и Wi-Fi отключен, и вся связь отключена за счет того, что нет света. И воды у нас сегодня нету. Короче, сегодня день такой вот, когда у нас выключается свет, электричество, когда выключается, то у нас и вода прекращает течь, потому что насосы не качают воду. За счет этого, друзья. Ну вот сейчас я вам вытащу, покажу манты. И пока я их буду укладывать, немножечко кое-что вам расскажу. Так, мои гуси что-то расшумелись. Так, друзья, вот смотрите, вот мой объем работы вчерашний. Я приготовила вот такое вот количество мант. Сейчас буду их запаковывать. Хочу вам один вот такой пакетик показать. Вот в таком пакетике, я не помню, как он назывался, если честно. Вот в таком кулечке мы обычно сдаем их, не буду заклеивать, потому что все равно вынимать. Мы их сдаем в магазины по 800 грамм, вот такие вот. Но у меня заказ частника, ей нужно больше, 900 грамм, и мы их кладем обычно вот такие обычные вот наши кулечки. Я сейчас оторвала. Вот в такие кулечки. Обычно взвешиваю я их и по 900 грамм. Так, друзья, вот запаковывая мои манты, немножко я вам поговорю. Они уже у меня, конечно, подтаивают, потому что света уже часа 2 как нет. Не успела. Я сегодня утром немножко полежала, больше, чем положено. Корову не выгоняю, так я разрешаю себе немножечко расслабиться и так рано не вставать. Потому что ложусь поздно. Пока просмотрю YouTube, пока то да сё, дорогие мои. Так, друзья, сейчас будет шумновато, я немножко, наверное, буду громче разговаривать. Так, там было 825 грамм. Никогда не получается именно 800 грамм делать. Видите, 879, если один вытащить. А так 928. А вообще мы говорим, что 900 грамм. Но, друзья, мне категорически нельзя, да и никому, наверное, нельзя, не то, что, наверное, нельзя не довешивать даже 1 грамм. Если даже не хватает 1 грамма, то обязательно нужно доложить, потому что в другой жизни нам придется отвечать. Это страшный грех, недовес на весах.
Так что всегда бывает небольшой перевес. Лучше уж перевешивать, чем не довешивать. Так, ну это было небольшое отступление. Видите, все-таки они уже подтаивают, надо быстрее. Хочу немножко вам рассказать ну, об обычаях, может быть, это обычаи, не обычаи, не знаю. Просто вчера моя подписчица, которая со мной общается по WhatsApp, меня спросила, за счет того, что в предыдущем ролике была затронута такая тема про зятье и тещи, и тестей, что там могут видеться или не могут видеться. Она меня спросила, говорит, просто даже не из любопытства, говорит, а из-за того, что вот просто интересно, как у вас это бывает. Вы, говорит, можете поехать в гости к своим дочерям, например, ну, сватье поехать, вот, мама с папой поехали к дочери в гости. Поехать могут, да, и ездят, конечно, в гости. Но вот знаете как, обычно, если дочка живет со свекром и со свекрухой, то обычно, ну, просто так, ради праздного такого там интереса или чего-то, родители не ездят к ним. Если, например, их только позвали там на какое-то мероприятие, маулид читается, там дикр читается или еще что-то, вот если их пригласили, то, конечно, они едут. А так, просто так, обычно очень редко. Отцы еще могут поехать там, посидеть немножко, пообщаться. Ну, а матери крайне редко ездят. Обычно, знаете, как ездят, если твои дочки живут со свекром, с свекрухой. Ну, если вдруг, не дай Боже, кто-то заболел, если что-то там случилось, вот нужно пойти там поучаствовать, поговорить, там, успокоить как-то, и если человек болен, то проведать. Вот в таких случаях, если, например, у них там какое-то ну, кто-то там женится или замуж выходит, помолвка, ну, по-русски это помолвка, вот тогда ты идешь там поздравить их с этим приятным, там, например, этим, их жизнь тоже едут обычно родители дочек и вместе там общаются. Вот так вот. Ну, если отдельно живут, то могут и так. Но я точно не знаю, потому что, друзья, я скажу, что делаю я. Моя старшая дочь живет с родителями мужа, они живут вместе. Я у них бываю крайне редко. Вот как обычно я сказала, я к ним езжу только когда там что-то у них там происходит. Или свадьба, или там помолвка какая-то, или вот маулид читают, меня позвали, или, не дай Боже, когда кто-то умер. Вот тогда я к ним езжу. А так, просто так, чтобы посидеть, лично я с ним не ездила. Честно признаюсь, не была у них. А младшая дочь у меня живет уже 2 года отдельно. У нее свекрови нет, у нее есть только свекровь. Но она живет все равно отдельно, там другая сноха с ними живет. И вы не поверите, 2 года она уже даже больше 2 лет живет одна. И я у нее была только 2 раза. И то была на день рождения внучки, когда ей был годик. И один раз мы ехали с рынка, что-то надо было ей завести. И буквально вот на 2 минуты только я к ней зашла, отдала то, что там купила. Вот я даже не помню, зачем мы там были. Вот, ну, 2-3 я у нее была. И больше и у нее не было. У меня нет привычки ездить к дочерям. Вот, ну, я не вижу в этом необходимости, потому что когда мне нужно, моих дочерей ко мне пускают, они приезжают. Больше 2 недель они не задерживаются, они у меня бывают. А младшенькая, у нее родители мужа живут в нашем селе. Она, по идее, может к ним, когда приезжает, а она практически каждый день у них там бывает, она может и через 2 дня забежать, или и неделю раз прийти, и 2 недели раз тем более приходит. И через день может заскочить. Ей уже намного проще, она может в любое время заскочить там. Я ее вижу, я знаю. Ну и зачем туда к ним ездить? Просто у меня нет такой необходимости. Лично я к ним не езжу. А так можно, конечно, поехать. Это не возбраняется. Если даже ты не видишься с зятем, зять может быть в другой комнате, зять может просто уйти, пока вы там. Вот так вот, друзья. Так, еще что-то хотела, но я не помню. Вот когда бывают вопросы, надо будет
записывайте. Я в следующий раз обязательно запишу что-то интересное, чтобы вот, ну, для меня интересно, кто меня спрашивает. Запишу обязательно. Так. И еще одну я тему немножечко охвачу, пока еще не закончила. У меня был такой комментарий. Конечно, он мне очень не понравился, и я не понимаю, почему этот человек так подумал о моем народе, обо мне, например, это то же самое, что и обо мне. Вот где там у меня где-то какая-то то ли свадьба, то ли... Нет, это была не свадьба, а вот где девушку первый раз везут домой после свадьбы проведать родителей. Вот там был комментарий, что откуда такие вот шикарные дома, шикарные обстановки, все такое, если никто нигде не работает, если никто ничего не сажает, скотину не разводят, если люди неграмотные, откуда такое что-то? С чего этот человек взял, что у нас люди неграмотные, что у нас люди не работают, что у нас у людей нет хозяйства, что мы такие вот, по ее понятиям, получаемся мы такие чурки? Откуда это вот у нее так взялось, я не знаю, я возмущена, конечно, этим. У нас нормальный, образованный, цивилизованный народ. Практически сейчас вся молодежь, практически, не то что сейчас, и раньше учились, учатся. Если есть, конечно, работают, а безработица в стране, я повторюсь, я еще в каком-то ролике тоже, мне кто-то говорил, что у вас никто не работает, женщины не работают. Но безработица огромная в стране у нас вообще, а у нас в Ингушетии она, по-моему, даже намного больше, чем в других регионах. Намного больше. Делать нечего. Ну а так, чтобы обвинить наш народ в том, что мы не образованные, что мы ничего не умеем, и почему у нас такие дома. Если бы мы были необразованными, если бы мы не работали, если бы мы не умели что-то делать, кто нам эти дома дарит? Кто? Если так, может быть, они думают, что там мы воруем или еще что-то делаем, но не может же каждый человек в нации воровать и такие дома строить и что-то делать. Люди работают. Почему? Люди работают, люди учатся, люди развиваются. Даже элементарно, почему? Например, у меня тоже неплохой дом. Я не могу сказать, что шикарный, но неплохой дом. Но мы заработали. Мы работали физическим трудом. Некоторые трудятся, что в торговле, открывают разные не мероприятия, а предприятия, я повторюсь. Много чего делают, как обычные люди. Мы обычные люди, обычный народ, который в действительности и умеет зарабатывать, и умеет веселиться, и умеет то, что ему надо делать. И не знаю, почему был такой комментарий. Ну вот я так ответила. Я ей ответила, почему вы думаете, что мы такие неграмотные. Мы в действительности нормальные, цивилизованные, обычные люди. Ну, мы такой нации, что теперь делать? Национальностей в мире много. Это же не значит, что мы такие тупые, что не можем себе. Если бы мы были тупые, если бы мы были действительно необразованные, неграмотные, как она говорит, у нас бы не было того, что у нас есть, мне кажется. Кто кому это все подарит, кто это даст? С неба же ничего не сыпется. Все нужно зарабатывать. Не знаю. Ну вот как-то так, друзья. Вы меня извините. Так, все. Вот сколько у меня получилось, я вам скажу. Ой, я шумлю. Ну, пока отставлю сюда. Значит так. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8 пакетов. Должно было получить 10. И вот еще немножко осталось. Но 10 бы получилось. Не то, что получилось, а получилось. Просто вчера у меня к моему сыну приходил друг, и они откуда-то ехали, мне сын позвонил, мама говорит, поставь что-нибудь поесть, приготовь нам, мы почти подъезжаем. И я быстро как раз лепила манты, быстро поставила 2 лотка мант, и как раз было бы 10 пакетов таких получилось бы. Ну, 2 пакета, короче, получается, мы сварили. У меня и был заказ на 10 пакетов, но придется, сейчас я и быстро отправлю эти 8 пакетов. 2 пакета еще сделаю, и еще у нее 5 пакетов пельменей заказ. Но пока делать не могу, так как нет света, дорогие мои. И мне надо будет их сейчас быстро вызвать такси, отправить. Это получается, вот я вам скажу грубо, из 2 килограмм мяса, 2 килограмм лука,
Ну и специи такие у нас были. Получается 10 пакетов по 900 грамм мант. И вот, ну чуть-чуть там, правда, осталось, тесто осталось. Это 2 замеса теста по 2 килограмма муки. Ну, надо как-то себестоимость сделать. Я как-то делала, но я уже давно, я вам говорю, я уже почти год не буду врать, месяца 8, по-моему, не занимаюсь заморозками, не занимаюсь продажей. Это моя первая вот заморозка, это первый мой почин. Пожелайте мне удачи, чтобы у меня было много заказов, чтобы у меня были нормальные доходы. Ну вот как-то так, друзья. И я еще хочу повториться, в действительности говорить, что нет работы, нечего делать, сидеть, плакаться никому не надо. Если человек хочет, то он может заработать. Не этим, так другим. Есть много вариантов, что можно что-то как-то где-то заработать. Ну вот как-то так, друзья, не знаю. Если что, вы меня извините, конечно. На этом я закончу. Всех благ вам. Друзья, кто зашел ко мне первый раз, если вам нравится, подпишитесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И, мои хорошие, если вам интересно что-то, вы хотите узнать, хотите спросить, пожалуйста, спрашивайте. Я вот с сегодняшнего дня начну записывать, чтобы уже не забывать, что же я хотела сказать, потому что я выключаю телефон, потом только вспоминаю, что мне нужно было вот на какой-то вопрос ответить, что-то сказать. С сегодняшнего дня начну это все записывать. Если вам что-то интересно, спрашивайте, я с удовольствием вам отвечу. Ну вот как-то так.